حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة غكورة غدوك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Дядя Калшин, Бог Бог дал Беркут Фау. Мы должны понимать, вернее, люди должны понимать, ради чего и зачем мы подняли эту тему митинга. Что это не наша какая-то прихоть, что это не наш каприз, что нам делать нечего. Действительно, ситуация очень серьезная. Я попробую объяснить саму предысторию этого вопроса. Значит, в декабре 2018 года прокуратура Республики Ингушетия написала протест на закон о референдуме в Республике Ингушетия, где она выявила несколько пунктов, замечаний, несколько пунктов, которые противоречат федеральному законодательству. Все законы республиканские, они должны соответствовать федеральному законодательству. Но эти замечания не были такие существенные. Ну, например, там было замечание, что в законе от 1997 года о референдуме указано граждане Ингушской республики. Да, таких граждан действительно не существует, это юридическая терминология. И эту фразу, конечно, надо убрать, потому что мы граждане Российской Федерации, других граждан на этой территории нет. Самое интересное, что прокуратура никаких замечаний к статье 3 этого закона не выявила и не указывала в этом протесте. Тем не менее, депутаты, которые вносили новый закон, почему-то они внесли этот закон, не упоминая именно об этой статье 3, которая для нас и вообще для республики она является очень важной, а тем более, когда во главе республики стоит человек, который поставил целью эту республику уменьшить, унизить, уничтожить. Тем более этот пункт это для нас очень важен, потому что этот пункт обязывает государственные органы в случае изменения границ или даже изменения названия республики, изменения ее статуса, например, республика, область или округ, обязательно выносить эти вопросы на всенародное обсуждение, на референдум. И в таком случае у власти уже не будет никаких шансов сделать что-то что будет противоречить консолидированному мнению народа. Поэтому этот пункт для нас был очень важен. Для нас он важен, этот пункт. Именно поэтому мы должны выйти на улицы и проконтролировать, чтобы депутаты этот пункт 3 из старого закона 1997 года внесли в этот новый закон. Еще момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Проблема это, значит, закон о референдуме, это является общенациональной, республиканской проблемой. И, соответственно, мы имеем право митинг проводить в столице своей республики. Не знаю, на каком основании наше руководство посчитало, что такую серьезную проблему мы должны обсуждать в Назране, который является районным центром. Почему мы не можем такой серьезный вопрос обсуждать именно в столице нашей республики? Поэтому у нас есть очень серьезные претензии к власти, и мы будем этот вопрос перед ними ставить. Потому что мы изначально настроены, что мы митинг будем проводить в Магасе. Подавляющее большинство людей, фактически все, кто оставляет отзывы в публичной сети, они требуют, чтобы митинг был в Магасе. Поэтому тем самым власть, она сама создает почву для провокации и для дальнейших осложнений. То есть не учитывает совершенно ни наше мнение общественности, не учитывает ни мнение народа, то есть не следит за тем, какие настроения царят в социальных сетях, что люди хотят. Тем самым она нас сама провоцирует на возможные беспорядки, на возможные какие-то действия, которые могут выйти за рамки закона. Но мы максимально будем продолжать ту же стратегию, которая у нас была с сентября 2018 года. Мы будем максимально держать себя в правовом поле Российской Федерации, не давать нашим недругам никакой возможности нас обвинить в нарушении закона. Еще я хочу обратить ваше внимание на очень важный момент. Если вы смотрели ролик вчера о том, как депутаты голосовали по этому закону, вы могли обратить, насколько равнодушно, насколько отреченно от такого серьезного вопроса они проводили голосование. Как будто это было голосование там, по вопросам ЖКХ там,
или, я не знаю, там какого-то пенсионного дополнительного обеспечения граждан, а не вопрос, который жизненно важен для республики. То есть им поставили вопрос, они подняли руки, единогласно и проголосовали. При этом весь процедура заняла 2-3 минуты, пусть даже это первым чтением было бы. Но насколько они равнодушны, то есть это еще один повод для нас забеспокоиться, и уже мы знаем, что мы от них, какие у нас ожидания есть, это для нас есть очень весомый повод выйти на площадь и напомнить, чтобы они именно 28 числа не забыли о том, что они должны этот пункт нести, потому что они могут это сделать, мы это наблюдали и уже неоднократно в этом убедились. Кроме этого, хочу обратить внимание на поведение власти. Вот, казалось бы, такой важный пункт, да, исчезает из закона. Соответственно, глава республики должен был выступить по телевидению, рядом с собой посадить там своих товарищей и сказать, что вот какая серьезная, непростительная ошибка, назвать фамилию этого человека, который эту ошибку совершил. Может, это Муса Евлоев, председатель избиркома, или Хамхоев Батырь, который там выступал. Фамилия этого человека, почему мы не слышим эту фамилию человека, который составлял этот закон? Должен был сказать, вот этот человек совершил ошибку, он спровоцировал народ на возможное выступление, этот человек должен понести наказание. Вместо этого мы с вами видели телепередачу, да, по телевидению, где нас осуждают, что мы вот поднимаем этот вопрос. Это еще одно доказательство того, что глава республики прекрасно знал о том, что этого пункта в новом законе не будет. Иначе по-другому объяснить логику его поступка невозможно. Вот. Поэтому, пользуясь вот сейчас моментом, я и от лица организации «Опора Ингушетии» и от лица Всемирного конгресса ингушского народа и от комитета, членом которого я являюсь, я призываю население нашей республики выйти на площадь 26 числа. Конкретное место мы сообщим. Это 99% из 100 будет только Магаз, в любом случае, потому что по-другому нет никакого смысла, чтобы нас загоняли в эту железную клетку перед ДК Ленина. Мы там как в зоопарке, чтобы находились. Поэтому мы такое отношение к себе позволить не должны. Еще люди должны понять, что до нас нет никакого дела. Если мы сами не будем переживать, то мы уже убедились за эти 6 месяцев. То есть в республике нет ни одной власти, ни одной группы, нет никаких московских олигархов, нет никакой нашей элиты, истеблишмента, которая бы сейчас беспокоилась о судьбе республики. Если они были бы, мы их сейчас видели бы на улицах наших городов. Мы их не видим. Никого из них мы не видим на улице наших городов, ни Гуцериевых, ни Костоевых, ни всех остальных, ни Аушевых и всех остальных. Мы их не видим, ни Зязиков, никого здесь нету. Только мы, если мы только выйдем, только мы можем сегодня остановить вот этот беспредел, остановить и сохранить эту республику. Баркал, я слушаю. Есть вопрос? Савлияш. Да. Барах, вам известно, кто внес в парламент проект закона о референдуме? Я смотрел ролик, значит, докладчиком выступал Муса Евлоев, председатель избиркома, и содокладчиком был Хамхоев Батыр. Значит, я вас прошу уточнить, по моей информации, исходящей из парламента, проект этого закона внес глава Республики Ингушетия Евкур. У нас тоже такая информация. Это достоверная информация. Я же говорю, судя по его поведению, нужно вот, естественно. никакой ошибки не было. Конечно, не никакой было абзац не выпал. Абзац сознательно удалили из этого закона и пытались под шумок протащить этот закон. Поэтому у нас не должно быть никаких сомнений. Потому что это показывает последующее поведение руководителей, как они себя ведут. Муса. Мусас нисох яхлож глава ингуна парламенти избиркомас набун би яхлож комментс доклаж хаяхрда нис глава инициативиз, но формальность как избирком гиелсан да яхтайцарс. Глава инициативиз на самом деле. Вот вопрос задавали по поводу того, что вот федеральная власть должна знать. Федеральная власть о том, что мы подали обращение о митинге, узнала буквально через час. Через час, через два уже не нам звонили, людям звонили, которых мы знаем, из федерального министерства звонили, уровень замминистра, и спрашивали, что за организация, почему подали. То есть прекрасно все знают, даже не заблуждайтесь, любой наш шаг, все они прекрасно знают. Просто почему-то сегодня они заняли вот такую выжидающую позицию. Возможно, они ждут от нас каких-то неправильных шагов, чтобы воспользоваться этим, не знаю. Возможно.
Вполне возможно. По-другому объяснить поведение федеральной власти я не могу, потому что она, с одной стороны, нас не останавливает, с другой стороны, она нам не помогает и не слышит нас. Мы сообщаем о миллиардных хищениях, показываем объекты, говорим. Вот глава республики говорит, сам говорит по телевизору, говорит, в эту площадку, вот Погоров, Чемурзиев, говорят, миллиард я зарыл. Он говорит, я не миллиард туда зарыл, а 560 миллионов. А сам человек говорит. Вы не видите, сам признается. Мы показываем, что это чистое поле. Никто не реагирует. И тем не менее, когда надо было Погорова и Барахоева привлечь к административной ответственности, приезжает от 6 до 8 офицеров из округа, из Москвы приезжают, чтобы привлечь их к административной ответственности, оштрафовать их на 5-10 тысяч рублей. То есть выполнить работу участкового города Магаса. И мы им задаем вопросы, говорят, вы же в ранге полковника, вас самих, я говорю, вам самим не стыдно, я говорю. Вы едете за 220 километров, чтобы проследить, как участковые ингушской милиции оштрафовывают Барахоева. Это смешно, я говорю. И заставляют их фальсифицировать. Да. Мы вам сообщаем факты миллиардные, вы можете звездочки себе заработать, генеральские звания, мы говорим. Приступайте, работайте, я говорю. Они опускают глаза и делают, говорят, ну вы же понимаете, что происходит. Да, мы понимаем, что происходит сегодня. Баркал, а все тогда, Баркал.